Анна Георгиевна, я благодарю вас за интересный рассказ в Доме дружбы народов, в национальной культурной автономии украинцев в Коми. Благодарю Ольгу Леонтьевну Лыткину, то, что она пригласила, и я познакомился с вами. Сегодня я хотел бы продолжить наше знакомство, о чем вы можете рассказать. И я бы хотел узнать, что либо кто навеял вам мысли создать родословную Куратовых. Ну, это такая история, что я с детства интересовалась вот альбомом старинным. И дедушки уже не было в живых, а бабушка моя, Людмила Алексеевна, она была урожденная Бронникова, а потом вышла замуж за Попова. Но вот у них Поповы и Бронниковы. Вот в этом альбоме все в основном зафиксированы. И бабушка мне кое-что успела рассказать о них. А это даже вот в детстве это уже отложилось что-то. И когда уже в взрослом состоянии я все-таки решила родословной заняться, это было еще в 80-х годах, хотя бы расспросить маму, потому что уже бабушки не было в живых, и ближайших родственников тоже при мне не было. И вот мама еще кое-что мне успела рассказать. И тоже вот этот альбом мне очень впечатлил. Видите, он старинный, очень с красивыми иллюстрациями даже, ну, оформлен так красиво. У меня даже сестра обычно потом сама в своем альбоме рисовала вот эти цветы, розочки там вот интересные. А здесь вот у меня мой прадед. Вот единственное... Давайте перейдем туда на свет, вот если можно, вот сюда, Угу. чтобы было вот так вот. Ну, давайте Более... тогда, может, там лучше вот Нет, вот так, если можно. А, Вот так можно. ну да, можно так. Комментируйте. Вот прадед мой, он как раз был племянником Ивана Алексеевича Куратова. Он тоже родился в Кибре, он на 10 лет всего был младше самого Ивана Алексеевича, поэта нашего известного. Ну и вот тут он уже со своей дочерью. В молодости, конечно, его фотографий тут не осталось, так как здесь не было фотографов профессионалов. А вот это уже начало 20 века, когда он еще служил тогда в Кибре священником. Он там, кстати, прослужил больше 50 лет. Он до 30-го года, это уже 20 века. Когда церковь закрыли, естественно, он уже был пожилой, и мой дедушка Стефан, он забрал его к себе в Зеленец. А Зеленец – это недалеко от города. Мой дедушка там служил в Богоявленской церкви. Это вот здесь на стенде про кого? Это про брата дедушки, это попозже немножко, да. Ладно. Ну и вот у них было тоже много детей, вот здесь они изображены. Вот мой дедушка еще учащийся в Вологодской духовной семинарии, он тоже кончил семинарию. Вот его уже сестра вышла замуж за Флоренского. Это вторая сестра Антонина вышла замуж за Доброумова. Ныне он уже прославлен в лике святого, так как его расстреляли в 1937 году. Ну и здесь вот это духовное училище Усесольское, мальчики. Тут еще бедно одетые такие тоже. Ну и тут уже мой дедушка в старших классах, видимо, в качестве уже тоже помощника преподавателя тут выступает. Ну и дальше вот есть такие фотографии. Это уже дедушка у меня женатый, вот на Бронниковой Людмиле. А здесь уже вот родилась моя мама, тут маленькая еще, и вот старший брат Сергей. Вот Сергей тут тоже с мамой. Сергей потом в Великую Отечественную войну погиб, так что его давно уже нету. А здесь вот братья моего дедушки Стефана, Иван Михайлович и Модест Михайлович. Вот про Ивана Михайловича мне бы хотелось, конечно, больше рассказать, потому что я считаю, что он был незаурядный человек. Он окончил 3 высших учебных заведения еще до революции. Это Харьковский университет, физико-математический факультет. Потом поступил в Санкт-Петербург, Горный институт. Он назывался тогда имени Екатерины II.
И горный институт он закончил с отличием. Его даже имя было выгравировано на доске золотыми буквами. Это тоже у него зафиксировано в его вот, дипломе. Диплом он такой получил. Это еще тоже до революции. В 16 году он его окончил. Параллельно он учился еще и в военно-медицинской академии, которую тоже закончил. Вот тут все его вот дипломы. Вот там Харьковский университет, диплом об окончании. Ну, и здесь он единственный специалист был в 20-30-е годы, как горный инженер из местных. Были, конечно, и другие, но они приезжие были. И вот в 1936 году он был арестован по какому-то доносу, видимо, тоже, и отправлен в Воркуту. Воркутлаг назывался. Но, к сожалению, потом он на родину не вернулся, и никто не знает дальнейшую его судьбу до сих пор. А его приемная дочь, это была такая Наталья Леонидовна Ленина, фамилия такая громкая, но она была усыновлена Иваном Михайловичем и стала Поповой Натальей Ивановной. И она обратилась в 1956 году, чтобы реабилитировали отчима, и действительно его реабилитировали за неимением состава преступлений. То есть уже посмертно. Ну а то, что он там занимался вот науками геологическими, конечно, он составил огромный труд, который, конечно, тоже пропал. Я не думаю, чтобы он совсем пропал, потому что он последние годы работал уже, у нас открылся в 1934 году научно-исследовательский институт Коми. И там вот именно по геологии единственным специалистом в этом институте он и работал. И он уже собрал большой материал, который хотел опубликовать, но, к сожалению, вот ему не удалось. И я разговаривала со специалистами в Институте геологии теперешнем, и они сказали, что его с трудом воспользовались другие, которые тоже защитили уже Диссертации. Диссертации, Да. естественно. Ну так обычно и бывает. Вот. А так, вот у меня, у мамы брат в гимназии здесь учился в Усть-Сысольске, еще в форме гимназической. Ну и вот тут тоже мой дедушка уже священник. Это у нас был такой фотограф тут, тоже Кулаков. И вот бабушка моя, прабабушка, она была урожденная Акуратова. И вышла замуж потом за Бронникова. Это прабабушка, вот это уже ее дочка. Здесь она бабушка. У нее вот этот сын Николай был врачом здесь, в Усть-Сысольске. Тоже известный человек был в свое время. Вот он тут более взрослый. Но тоже в 18 году он заразился тифом, по-моему, и тоже рано умер. А вот у него брат Ювеналий Бронников. Он, кстати, обучался в Варшавском университете. Варшава тогда принадлежала России, Да, до революции. Да, Вот поэтому там так. да. Это моя бабушка тоже еще молодая. Ну а тут вот тоже это со стороны всей бабушки, вот братья. Этот брат, он кончил Вологодскую духовную семинарию, потом в Московскую духовную академию поступил, но, к сожалению, заболел туберкулезом и рано умер. В Ялте лечиться его послали, там он и умер. Вот у бабушки брат тоже был священником, тоже был репрессирован, в 1933 году погиб. А вот врач, который Бронников был, Николай Алексеевич, он, кстати, учился в Тарту, это в Эстонии теперь, да? Он там и женился, и привез вот... Раньше тоже была Россия. Жену, да, тоже Россия, конечно. Ну и вот она даже изменила и веру свою, она была католичкой, или лютеранкой, это может быть лютеранкой даже. Но в православии ее уже Марией Ивановной назвали, а так она была Эмилия, по-моему, Эмилия.
Ну вот все это мне рассказывали родные, конечно. И я, естественно, в детстве это не могла зафиксировать. Это уже когда я поселилась здесь, в городе, где-то в 80-х годах, меня мама еще много что пояснила. Тогда я уже все это старалась записывать, чтобы не забыть. Вот так. Тут Распутина, вот одна из сестер бабушки Агния вышла замуж за Распутина, он тоже был священником, Спалевец. С Григорием Распутиным никак не связан. А кто его знает? Потому что тут некоторые исследователи обнаружили, что вообще-то предки вот этого Григория Распутина, они как раз отсюда, с Часова, по-моему, да. А у нас в Зеленце очень много было Распутиных. Тут трудно сейчас сказать, выявить точное. Вот это, значит, Иван-то Михайлович, горный инженер со своим братом. А здесь вот интересная фотография. Это он женился на вдове расстрелянного в 18 году Ленина Леонида Александровича. Вот эта судьба Леонида Александровича меня тоже очень заинтересовала, и я проследила, ну, я была знакома с его дочерью Натальей, и она много чего мне рассказывала про этот род. И вот то, что он в 18 году был расстрелян вместе с 8 уссисольскими гражданами. Все были очень тут известными тоже людьми. И я думаю, что вот сейчас внук приезжал к столетию этого расстрела из Москвы. И он вот изъявляет желание за свой счет даже установить где-то памятную доску, потому что это действительно, о них уже практически никто сейчас не знает, а помнить-то надо историю свою знать.